Доллар потеряет свою хватку в Таджикистане. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие новые мотивы происходят в нашей стране и к чему нужно готовиться таджикам. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Кыргызстан перешел на рубли во взаиморасчетах с Россией. Российская валюта будет использоваться в том числе при покупке газа и ГСМ. Также к ним присоединяется Таджикистан. С началом войны в Украине западные страны ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия стала вести внешнюю торговлю с основными партнерами в рублях. Среди них значится и Таджикистан. Россия считается экономическим и политическим партнером Кыргызстана. Стороны стали вести торговлю в рублях. Министр экономики и коммерции Кыргызской республики Данияр Амангелдыев подтвердил, что причиной такого решения стали санкции Запада, принятые против Москвы. 20 июля журналисты спросили у министра, можно ли сказать, что помимо российско-кыргызского товарооборота полностью на рубли перешли и при оплате ГСМ. Чиновник ответил таким образом. Можно сказать, что перешли полностью, потому что Россия отключена от системы SWIFT и нет возможности проводить операцию в другой валюте. Поэтому альтернативой стал российский рубль. Пошлины в таможенном союзе с Россией проводятся в рублях и сомах. Ранее Кыргызстан покупал газ и горючие смазочные материалы у российского «Газпрома» за доллары. Теперь расчет переведен в рубли. Данияр Амангелдыев добавил, что из-за этого немного повысился курс российского рубля. После вторжения России в Украину в феврале этого года западные страны ввели против нее санкции. Около десятка банков были отключены от системы SWIFT. С помощью данной системы банки и финансовые институты по всему миру получают информацию о денежных переводах. Туда входит более 11 тысяч организаций и 200 стран. По некоторым подсчетам, через SWIFT ежегодно обмениваются около 5 миллиардов сообщений. Как вы относитесь к такому положению дел и к тому, что наша страна тоже собирается переходить на рубли? Тем самым доллар в какой-то мере потеряет свое значение в стране. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Одновременно с этим внешнюю торговлю на рубли перевел и Таджикистан. Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода сообщил, что на прошлой неделе 70% таджикских компаний подписали договор об оплате в рублях импортируемой продукции из России. Это очень хороший показатель. В мае этого года прошло заседание экономического совета стран-членов Содружества независимых государств. В ходе этого мероприятия был принят очень важный документ о применении национальной валюты во взаиморасчетах. Таджикистанский эксперт Абдуманон Шералиев расценивает переход во взаиморасчетах Таджикистана и России на рубли хорошим условием для регулирования валютного рынка. Он считает, что такая мера позволит экономике страны избежать дефицита долларов. Свою оценку положительной и отрицательной сторонам при переходе на расчеты в рублях озвучил еще один финансовый политик Фазилжон Фатулоев. Стабильность российского рубля выгодна мигрантам. При переводе денег их семьи будут получать больше сам они, а предприниматели, занимающиеся экспортом, будут нести расходы. Президенты Таджикистана и России встречались 28 июня этого года. Сообщалось, что за первые 5 месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 50%. Однако никто не дал разъяснений по поводу такого роста. В рамках ЕС Россия выступает с инициативой о введении зоны единой валюты – рубля, как, например, евро в странах Европейского Союза. Этот вопрос обсуждается давно. Казахстан и другие члены организации не поддержали это предложение в качестве проекта будущего. Недавно Минфин США обнародовал список стран, через которые на рынке России и Беларуси могут поступать санкционные товары. В список включены также Кыргызстан и Таджикистан. В документе отмечено, что в этих странах санкционные товары могут импортироваться в качестве сырья и доставляться на законных основаниях. Однако будет введен запрет на их экспорт в Россию и Беларусь. А как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что хотят перейти на рубли? Вы видите в этом перспективу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Закупаем и продаем товар мы не только России, но и другим странам, с которыми будут продолжать работать в долларах, и тем самым цены могут достаточно прыгать и действовать на нервы таджикам. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.